И как так получилось, что вы одновременно врач и духовный лекарь? Рукую начал читать, и потом у нее прям внутри тела какой-то вот джин, начала она кричать, и начала потом она танцевать, она вообще в тяжелом состоянии. И врачи не могли никакую помощь. Но почему заходит? Потому что нет защиты. Защиту будем обучать мы своими детьми. Тогда вот это заражение мы можем остановить. Если я говорю с глаз, это тоже джин. Если я говорю зависть, кто заражен от зависти, это тоже джин. Если я говорю диагноз колдовства, это тоже джин. Как именно определить, например, этот мошенник, а этот духовный лекарь? Который колдовал, эти люди в больницах, и некоторые умерли. Көрушілерге қайрадан жалынды салам айтауыз, кезектегі подкастымызды баштау алдында тұрауыз. Бүгін бізде өзгөчө қонағыбыз бар. Дағы да болса сіздерге бір пайдалуу маалыматтар менен, пайдалуу кеңештер менен, жаңылыктар менен бөлүшөлү деген максатта бүгүнкү подкастыбызды тарталы деп чечтик. Биздин коногубуз өзүнүн оюн айтайын дегендерин көбүрөөк орус тилинде эркин жеткире алгандыгына байланыштуу бүгүнкү подкастыбыз ошол орус тилинде болот. Андыктан туура кабыл аласыздар деген ишеничтебиз. Еще раз ассаламу алейкум, доктор Султан. Валейкум ассалам. Спасибо, что уделили свое драгоценное время, нашли время, чтобы познакомиться с нашими зрителями, рассказать о себе, о своей деятельности. С чего хочу начать? Вот мы с вами, можно сказать, достаточно так случайно познакомились, да? И мне очень стало интересно, вы как персонаж стали очень интересными, и мне захотелось познакомить вас именно с нашими зрителями. Первый вопрос. До начала съемок тоже спросил, еще раз хочу спросить. Вас представить просто как доктор Султан, это правильно? Да, это правильно, я доктор Султан. Еще когда вот представляет людей, которые занимаются именно тем делом, которым занимаетесь вы, у нас в народе называют так, как джинолог, да? Скажите, пожалуйста, джинолог — это правильный термин или... Вот эта терминология джинологом, я так думаю, это неправильная терминология. Надо сказать более-менее грамотно духовный лекарь. Потому что вот когда мы уже лечим людей о духовном страдании, ну тогда правильная терминология, можно сказать, духовный лекарь. Да? Отлично. Тогда вас можно в следующий раз представить четче, правильнее. У нас в гостях духовный лекарь, доктор Султан. Еще раз добро пожаловать к нам. Спасибо. Для начала многие из наших зрителей, достаточно очень многие, с вами не знакомы, да? Давайте коротко сначала вас познакомим. Как ваше полное имя, откуда вы, и как так получилось, что мы с вами сейчас в Кыргызстане сидим и снимаем вот такой вот подкаст? Меня зовут доктор Султан Мухаммад. Можно сказать мне доктор Султан. Я сам из Пакистана. Я приехал в Кыргызстан в 2004 году. И я закончил медакадемию, альхамдулилля, в 2011 году. И потом я поступил ординаторским, машаллах. Я закончил НХС, машаллах, как общий хирург. И после этого у меня по медицинской сфере у меня давно, альхамдулилля, я работаю. И которые духовное лечение, это уже я лет 30, я учусь, и я лечусь людей. И с вами, мы, машаллах, последний раз, когда познакомились, но мы по поводу этого духовного лечения, мы познакомились. Вы сказали, что вы получили образование в медакадемии по направлению общий хирург, да? И как так получилось, что вы одновременно врач и духовный лекарь? Это очень интересно. Вообще-то вот мое обучение как духовным лекарем, это началось, когда я был в 10 классе. В 10 классе, когда я был, тогда началось. И с этого времени я начал учить все науки, Коран, все то, что у нас есть в хадис, и про религию очень важная информация. И у нас есть школы, которые нам дают все это вот
подготовки, и потом люди начали принимать с этого возраста и начали лечить. И как после колледжа, вот мой отец тоже врач, он тоже общий терапевт, он захотелся, чтобы мой сын тоже вот станет вот врачом. И потом я поступил в медакадемию и закончил как лечебный факультет, и потом я уже, альхамдулилля, и работаю в стационар как общий хирургом, и работаю параллельно как духовный лекарем. Скажите, пожалуйста, как вы вот отделяете, да, духовное лекарство и общий хирург? Или наоборот, это вам вот помогает то, что вы и в этом направлении имеете образование, и в другом направлении? Вот видите, обе мне очень сильно помогают, потому что они обе друг другу очень касаются. И разные заболевания, каждое заболевание даже у нее есть свои эмоции, есть у нее свои чувства, есть там человек уже начинает страдаться. И у нас в медицинской сфере многие заболевания, которые даже элементарно мы не знаем, они откуда. Они откуда, даже вот наши ученые, у них нет ответа, что они, как человек уже заражался, они говорят неизвестно, что их причина неизвестна. И вообще-то их причина начинается от духовного нарушения. И поэтому вот это у меня наука, которую я прошел, духовная наука, это мне очень сильно помогает понимать болезнь и работать успешно с пациентом, чтобы ему вылечиться и чтобы очень хорошо сделать профилактику, чтобы пациент долго жил успешным и здоровым. Получается, это и есть ваш огромный плюс, то, что вы отличаетесь от обычного врача и в то же время от духовного лекаря, да? Да, точно так же. Тогда хотелось бы еще коротко спросить о вашей личной жизни, да? Вы, получается, как только закончили медакадемию, с тех пор остались у нас в Кыргызстане или какое-то время вернулись к себе на родину, потом опять вернулись? Да, вот после 2004 года, как я поступил в медакадемию, я на каникулы уехал в Пакистан, на летний каникул, на 2-3 месяца, потом обратно сюда. И потом 2013 год я улетал в Пакистан, и там лет 8 я работал в своей частной поликлинике. И уже 3-й год я обратно приехал в Кыргызстан. И уже, альхамдулилля, я уже здесь живу. А с какой целью тогда вы вернулись в Кыргызстан? Что вас именно притягивает у нас в стране? Может, кому-то нравится наша природа, кому-то нравятся наши люди. А какая ваша цель возвращения в Кыргызстан? Вот первый у меня в Кыргызстане очень приятная память у меня. Здесь сколько лет я жил, я учился, и я с людьми общался. Мне очень приятно было здесь, очень комфортно было здесь. И плюс природа очень классная, и аура вообще замечательная. Народ очень общительный и понимающий. И они меня очень сильно уважали, и мне помогали именно. Я как иностранец на этом сфере, и они мне очень-очень хорошо помогли. И я очень-очень хорошо жил здесь, без никаких проблем. И еще у меня семья отсюда. Из Кыргызстана, да? Ваша супруга из Кыргызстана. Как давно вы вместе? Она из района Лелик, и мы уже больше 20 лет живем в браке, машалла. В браке. Дети есть, да? Дети есть, альхамдулилля. У нас 10 детей, машалла. 7 девочек, 3 мальчика. Дай Бог им долгих жизней, счастливого детства, как говорится, счастья в обоих мирах, да? Чтобы много бараката было в их жизни. Спасибо большое. Вы сказали, что последние 3 года проживаете у нас в Кыргызстане. Последние 3 года у нас в стране. Чем вы занимаетесь? Кем работаете? Да, вот я параллельно работал и в стационар как врач, и работал духовным лекарем тоже.
Потому что я сколько лет в Пакистане был, когда я приехал на каникулы, много народ меня ждали, целый год. Они мне написали, и они попросили, что вы, когда приедете сюда, в Бишкек, нас будете принимать. Ну, они целый год меня ждали. И я как закончил там свой рабочий год, я приехал сюда, в каникулы, на отдых. Ну, там здесь очень много народ меня ждали каждый год, и я здесь работал. Ну, это мой отдых среди пациентов, чтобы у них была в жизни успехов, радость, удачность. Ну, это я отсюда получаю удобство. А вообще-то вот я так работал. И до сих пор я работаю, альхамдулилля, как духовным лекарем и врачом. Именно направление духовного лекаря, получается, у вас много пациентов? Да, у меня очень много пациентов, альхамдулилля, и у меня очень много результатов, да, очень много результатов, которые, машалла, успешно увеличились. А какими жалобами они в основном к вам обращаются? Какие у них проблемы? Да, вот они иногда они ко мне поступают как классический у нас медицинский пациент. Например, у кого-то есть сердечная проблема, у кого-то есть, например, ЖКТ. По разным диагнозам, да, они ко мне поступают. И некоторые, вот они там, в психбольнице, они уже на лечении. Были, да? И бывает пациент, который раком они болеют, которые вот, и еще другие невылечимые заболевания, они ко мне вот придут. Но они тоже уже чувствуют, что у нас что-то не то, и мы себе вот плохо чувствуем, или они когда очень хорошо лечение проводят по медицинской сфере, они улетают в Турцию, в Израиль, в Америку, там вообще хорошие врачи, они уже нашли, лечились, но никакого результата нету, и потом они начинают думать, что у нас может быть духовный какой-то нарушение. Но на этом сфере многие к мне поступили. А можете вспомнить и рассказать про одну из них, может, самый запоминающийся из ваших пациентов? Да, вот их очень много. Но одна пациентка вот недавно, но я имею в виду недавно, уже года 3 назад, я был в Бишкеке, у нас одна знакомая вот ко мне привезли, одну пациентку, она сама учительница, и у нее было заболевание вот генеральный псориаз. Генеральный псориаз, допустим, в тела уже есть псориаз, и она очень-очень тяжелом состоянии была, и там все переживали, что очень, как будет, как вот она дальше будет жить, но мне привезли, диагностику проводили. Но вот этот, который моя пациентка, она вообще по религии, она очень слабая была. Допустим, они, как у нас говорят, советские воспитания, да? Но она, как у меня вот пришла, как пациентка пришла, но я как сначала доктор все вопросы задавал, потом духовный начал я уже диагностику ставить. Ну, моя диагностика первая, это вот была вот сихр, да? Сихр, как у вас говорит, карадуа, да, колдовство. Но она вообще не поверила, она говорит, я эти вещи вообще не верю. Это колдовство не бывает, джин-шайтан не бывает, это просто сказка. И потом сразу у нас процедура. И начал Коран читать, рукью начал читать, и потом у нее прям внутри тела какой-то вот джин, начала она кричать, и начала потом она танцевать по-разному. И когда она в себе пришла, и она сама в шоке была, что оказывается вот кто-то есть у меня внутри, который песни поет, и кто-то танцует, это что со мной? И потом месяц, альхамдулилля, она потом пришла ко мне на лечение, мы рукьем Кораном лечили, и машаллах, альхамдулилля, сегодня, если вы увидите, иншаллах, вот этот пациент, вы не узнаете, что это она, которая 3 года назад. Сегодня она, машаллах, красивая, прям красавица. И если вы будете, тот момент, когда она мне поступила, вы тоже будете побояться, что, может быть, она скоро уже уходит от этого света. Она вообще в тяжелом состоянии. И врачи не могли никакую помощь. Хороший дерматолог, очень хороший врач, вообще хорошие лекарства она вот попила, но никакого результата нету. А после снимать колдовство, после снимать это все джин-шайтан, после это все у нас аккуратности, у нас, которые есть в процедурах, она прошла. И, машаллах, сегодня она живет успешно и, иншаллах, удачно. Значит, причина была совсем в другом, да, когда она обращалась к врачам? Да, конечно. Тогда у меня такой вопрос, да, к вам. А вообще человек сам может это почувствовать? Например, если есть в нем какое-то колдовство,
или сихр, или, как вы сказали, джин? Бывают ли какие-то симптомы? Может, человек, который рядом, может это определить? Или он сам может это почувствовать? Или это может узнать только такой человек, который обученный профессионал, как вы? Вообще-то в практике вот сейчас в данном времени, вы знаете, очень много информации идет на всем сфере. Есть у нас по интернету полной информации. И люди, многие, они проходят, они читают, и они уже знают себе. И самое важное, это бывает некоторый момент, например, кто-то близкий человек, близкий друг или подружка, или отец, или мама, вот они замечают первым, что вот этот наш близкий уже начал измениться. Что-то у них характер, что-то не то. Раньше был терпеливый, сейчас уже вспыльчивый. Сейчас почему он так уже изменился? Они начали переживать, какую-то депрессия. И человек сам себе иногда не понимает, иногда не чувствует. Рядом близкие люди, они замечают, во-первых. И потом, когда они уже общается с ним, и он когда уже начинает о себе осматривать, и потом он тоже начинает думать, да, через некоторое время, да, со мной что-то не то. И потом они ищут духовный лекарь, которые могут помочь их, чтобы они вышли от этой ситуации. Тогда у меня такой вопрос. А человек заранее может как-то себя защитить, предостерегать от всех вот этих и сихр, харадуа, от джинов? Что он должен делать, чтобы защитить себя? Да, вот здесь я очень важную информацию хочу передавать всем нашим дорогим зрителям, что вот это все зависит от воспитания, да, с детства. С детства вот воспитание мы должны обучать свои дети. Коротко, которые наш пейгамбар Мухаммад Мустафа, который нам сунна дуа обучали, их мы должны обучать. Хотя, а'узу биллахи минаш шайтанир раджим, вот это мы их учим, когда они очень маленький возраст, мы должны их обучать. Это защита. Это защита. И, конечно, вот у нас, машаллах, в Кыргызстане сейчас очень сильный понятие идет насчет религии, и уже родители, они с маленького возраста своих детей обучают, машаллах, очень важную суру, защитный дуа, машаллах, они много семей, я знаю, они уже в курсе, они активно работают, они хотят, чтобы их дети, они выросли, чтобы они были духовным защитным. Вообще-то вот это начинается с этого возраста. И очень важно, что когда уже у нас начинается переходный возраст, на переходный возраст там, у мальчиков, у девочек, вот это очень важный момент, когда уже духовный, который есть, нарушение начинается. Это где-то 13-16 лет, 13-16, да? Тут момент очень важно, свои дети надо аккуратно надо общаться, потому что тогда вот идет гормональное нарушение, гормональные, которые идут там очень много таких, и они очень будут агрессивны, и с ними надо очень аккуратно общаться, объяснить, и им надо обучать насчет намаз, что вы начинаете намаз читать, им должны сказать, что такое гусл, что такое тахарат, как намаз читается, и потом очень важная защита. Очень важная защита. Их надо обязательно обучать. Потому что это момент, когда у нас идет очень тяжелый диагноз, который вы слышали. Влюблен джин. Вы слышали, да? Влюблен джин. Влюблен джин – это такой джин, который заходит в переходный возраст. У мальчиков и у девочек параллельно. Несмотря вот что. Но почему заходит? Потому что нету защиты. Нету защиты. Когда вот защиту будем обучать мы своими детьми, тогда вот это заражение мы можем остановить. Получается, один из самых сложных – это когда в человека вселяется именно влюбленный джин, или я… Да, влюблен джин. Или это… бывает еще посложнее ситуации? Нет, влюблен джин в данном времени, как у меня практика есть, и у нас все ученых со всем мире, которые работают, мы с ними уже на связи, наши ученых, наши вот учителя, они в Пакистане из разных стран, но мы разговариваем, посидим, мы посоветуемся, много у нас идет разговор. Везде вот насчет влюбленных джинов, вот в секторе ученых, наши лекари, они очень беспокоят, потому что их лечить очень сложно, очень тяжело, потому что они очень противные, эти джины, и они все ученые, они знают, как себе защита. Они знают, вот эти джины ученые. Да, они ученых. Они знают свой черный, который наука, да, и они очень прекрасно себя не защищают внутри тела, да, человека. Их лечить практически очень-очень тяжело. Понятно.
Вот буквально недавно, по-моему, недели еще не было, я видел одно журналистское расследование, да? Я извиняюсь, хотел назвать, но забыл его имя. Если не ошибаюсь, Мунарбек его зовут, журналистское расследование провел наш коллега. Он раскрыл именно одну из таких точек, которые именно занимается вот колдовством, как я понял. Такие люди, оказывается, у нас достаточно много. И у них тоже клиентов тоже достаточно, которые к ним обращаются за колдовством. Показывают какие-то фотки, пожалуйста, сделайте для него такое. Да. А вот скажите, пожалуйста, из-за чего это происходит, что люди прибегают к ним, вот именно людям, которые занимаются колдовством? Может, у них нехватка информации, может, они не знают, что за это есть ответ, или есть другие причины? Народ должен узнать, которые основные информации о религии. Это очень-очень сильно они отсутствуют. И очень нуждается, что мы всех народ мы обучали насчет, которые наши духовные, наши защиты и про нашу религию. Почему люди вот, интересуют на колдовство? Причина. Потому что обычный человек не имеет способность прощать. Не имеет способность прощать. Не имеет способности прощать. Да, прощать. Потому что вот сейчас многие люди друг друга обижают. Они, например, дома, если семья, там теща, она обижает свою невестку, невестка уже обижает свою тещу. Вот так у нас такие сейчас моменты очень много. Парень, девочка, они общают, потом парень уже бросил свою девушку, и потом он уже пошел в другую девушку. И потом вот эта девушка, она потом от обиды, от злости, она потом начинает ее ранить, да, вот это парня, что почему он от меня ушел. И потом она уже не знает, как она может прощать вот это парня. Но она потом поедет к колдуну, чтобы ее накажет, что он тоже стал несчастливым. У меня в практике таких случаев очень много. И даже вот люди, которые от колдовства, которые заражены, ну, во время у нас процедур рукью, да, у нас разные бывают реакции и внутри, которые джин-шайтан, которые завязаны по колдовству, они иногда многие в контакты тоже придут, и нам они расскажут, что вот кто колдовал, почему колдовал, какие моменты, что пользовали, какая причина, но эти джин потом от нас просят помощь, что нас вытащить отсюда, мы уже тоже замучены, вот так и так далее. Вот эта причина. К слову, да, сразу, тогда можете вспомнить одну из таких своих пациентов, да, именно, который обратился к вам из-за колдовства, и вы к нему помогли, да? Я так понял, сейчас вам именно джин, который внутри тоже обращаются, да, чтобы вы им помогли. Да. Вот ведь получается, если какой-то колдун, он может джина заставить, чтобы он вселился в человека? Или я неправильно понял? Да, конечно. Вот вообще-то понятия такие, много народа, они не понимают, да, понятия, которые... Если я говорю с глаз, это тоже джин. Если я говорю зависть, кто заражен от зависти, это тоже джин. Если я говорю диагноз колдовства, это тоже джин. И когда я говорю влюблен, это тоже джин. Вообще-то это заболевание, это джин, это заражение от джинов, да? Но их вид разный, и их заражение, да, вот тоже разные, и они по-разному люди, да, они заходят и они заражают. Которым джин по колдовству, конечно, вот кто-то закажет, да, поедет колдун, поедет специальный вот этот человек, который работает на этом сфере, и потом после этого он дает свой заказ, и этот колдун принимает, что он хочет, например. Насчет здоровья, чтобы он всегда страдал, или он, чтобы он банкротом стал, или он никогда счастливым, но сейчас, или на смерть. У меня очень много народов в Кыргызской республике, которые ко мне поступили, и мне было очень обидно, потому что там были очень талантливые люди. И они очень грамотные, и они очень страдали, и, альхамдулилля, многих я, альхамдулилля, успешно я помог почистить, и, машалла, они сегодня тоже они успешно живут. Они. Там очень много, машалла, успешные люди были, очень талантливые. И то, что у меня есть практика, я не знаю, почему, я себе тоже иногда задаю вопрос, почему только грамотных людей, да, люди колдуют.
которые грамотные люди, которые даже они не знают, да, кого-то обидит, они не знают, с кем-то плохо поступит. Их жизнь, если вы просматриваете полную, они очень хорошо ходят, они как обычный человек, как они, у них все нормально в жизни, порядок есть. Я не грамотный, но много вот то, что мне пришли люди на колдовство. Может, просто из-за зависти другой человек. Такое конечно, бывает? Конечно, зависть это есть, это зависть есть, потому что сейчас среди вот народ, некоторые люди есть, у них терпения нету. Если кто-то растет, если кто-то уже разбогател, если кто-то уже удачным стал, если кто-то вот какой-то своим в жизни что-то он получил, но вокруг наших близких, да, они уже не могут, да, его терпеть. И потом начинается вот это вот зависть, что зачем он уже вырос, зачем он смог это, покупать машину, зачем он уже так понимался. Вот это чувство, это называется зависть. И потом зависть тоже вообще-то плохая энергетика. Это плохая энергетика. Тоже в виде джин заходят люди, и люди начинают потом заражаться и заболеть. Тогда у меня такой вопрос. В последнее время, да, стало очень популярно, да, обращаться именно к духовным лекарям. Может, это из-за нужды, может, пациентов, людей, которые больны этим, стало очень много. Может, это из-за этого, да. Но есть и очень много мошенников, которые выдают себя за духовного лекаря. Может, обычный колдун может выдавать себя как духовного лекаря, и он не будет лечить, а просто от этого получать выгоду и дополнительные деньги зарабатывать. Может, он будет тянуть себя за собой где-то год и, может быть, и больше, да? Таких случаев мы, к сожалению, слышали, из-за этого я у вас спрашиваю, да? Как обычный человек, как я, или кто-то другой, кто-то из наших зрителей может отличить реального духовного лекаря от обычного мошенника, так скажем? Да, очень хороший вопрос. Вот видите, я до сих пор работал в Кыргызской республике, люди приняли, люди их лечили, и потом люди вылечились хорошим результатом. Хорошим результатом вылечились с разным у нас диагнозом духовным, например, влюблен джин, или колдовство, или разные заболевания, которые у нас духовные, которые от меня уже прошли на курс лечения, и они уже, машаллах, себе пришли, которые люди думали, они никогда не могут, да, выздороветь, но они тоже, машаллах, себе пришли. Тогда народ начинает спрашивать: вы куда обратились? Куда обратились вы? Кто вас лечил? И потом, после хорошего результата, люди подскажут, да? Например, доктор Султан нам помог, тут доктор Султан, вот это номер возьмите, езжайте. И я сегодня, альхамдулилля, первый раз я уже, зрители Кыргызстана, альхамдулилля, я уже обращаюсь. До сих пор я никогда не интересовался тоже, и мне времени тоже не было, но чтобы вот общаться с населением. Но сегодня, альхамдулилля, у меня очень приятный день, что я сегодня первый раз, альхамдулилля, я уже общаюсь с населением. И мне люди тоже только знают через результат, хороший результат. И люди друг другу передают мой номер. И весь Кыргызстан мой номер так и крутится. И, альхамдулилля, я себе считаю счастливым человеком, что люди, когда ко мне придут, но они уверенно придут, что он реальный лекарь. Он поможет нас помочь. И они, ну, бывают люди, которые, они про меня думают, может быть, я тоже колдую, или я, который ясновидящие, или разные вопросы они дают, но многие народ к мне придут уверенно, что, иншаллах, он меня будет. Но вы тоже можете определить коротко, кто уже вылечился. И потом вот этот человек вам будет говорить. И сейчас народ, они очень осторожны, они сейчас везде не поедут, они очень-очень важную информацию берут, хотя они не из одного человека, из многих. Потом они, когда уверены, потом они придут на реальному человеку. Я хотел спросить вот что. Вы, как духовный лекарь, да, можете как-то посоветовать, например, определенные шаги заранее, чтобы просто так денег не тратить, да, просто так не ошибаться, может дополнительно чем-то еще не заболеть? Как именно определить, например, этот мошенник, а этот духовный лекарь? Может задать ему какие-то вопросы, или же
духовный лекарь, когда вот принимает своего пациента, он будет задавать такие-такие вопросы, или он не будет делать такие-такие движения. А мошенник, например, есть какие-то симптомы, да, он начал заниматься вот этим, бегите от него, он мошенник. Или он задает вот так, его процесс лечения идет вот в таком русле, он, значит, духовный лекарь. Можете как-то посоветовать? Вот видите, когда человек уже не дал попасть у мошенников, но мошенники, они не знают профессионально, да, вот пациенту принимать. Они плохо знают они насчет диагноза, и насчет диагноза они не интересуют. И они интересуют очень много, что они, как от них уже они зарабатывают много денег, и они план дают такой, чтобы пациенту, да, чтобы от них я могу много денег, да, уже снимать. Реальный лекарь, он совсем по-другому будет. Реальный лекарь много внимания дает на здоровье пациента, и он много думает, что у него есть финансовая сейчас ситуация какая, и как мы можем ее помочь. И сначала точный диагноз, после диагноза, вот, когда пациент уже понял, что у меня да, реальный диагноз есть, потом, когда уже лекарь и пациент поняли, потом уже начинается лечение. Которые мошенники, они, вы когда к ним поедете, они сразу да, вот, интересуются только вот, материальные вещи. Они о ваше здоровье, о ваших успехах, о наш план, что, как он будет лечить, там потом какие результаты мы ожидаем, какие реакции мы ожидаем, что будет, как будет. Он об этом они вообще не будет интересоваться, да? Интересоваться не будет. И вообще-то душа, честно говорю, душа, да, чувствуется. Душа. У каждого человека душа чувствуется. Когда духовную, когда не поедут много людей, ну, душа чувствуется. Они могут почувствовать. Конечно. Это сейчас очень ясно. Но сейчас люди, которые духовно тоже лечат, они, машаллах, в Кыргызской республике есть, которые я знаю, машаллах, которые, их очень мало. Их очень мало. Но есть, да? Ну, есть, конечно, есть. Иншаллах, вот... А у вас был с ним какой-то коннект? Вы знакомы лично или именно с духовными лидерами, лекарями из Кыргызстана, или еще не успели? Ну, я до сих пор не успевал, потому что вот я много времени до сих пор провожу своим пациентам. У меня прием индивидуальный, я который лечусь. И плюс у меня прием 2 часа, 3 часа за каждого пациента. Но у меня время такое, что я с утра, после Багамда, если я начал, после утренней намаз, ну, до ночи, час или два я провожу. Но в день 4-5 пациентов много я не смотрю. Поэтому я до сих пор не успевал, да, с кем-то познакомиться. Но я знаю, машаллах, они очень хорошо работают, и машаллах, и они успешно работают, и люди тоже, машаллах, довольны. Сейчас народ очень много заражен. Я так думаю, нам тоже надо работать очень грамотно, да? Надо работать в команде, надо работать, чтобы народ спасти, и их нога привести, чтобы они пришли себе. Много это в каком смысле? Например, можете как-то сказать, например, каждый 5-й человек или каждый 10-й, возможно, или такое исследование нет? У меня, то, что я работаю, больше 70% народ заражен в Кыргызской республике от духовных нарушений. Из них, может быть, 40 или 50% они знают про себя, что да, они заражены. А многих они не знают, уже не в курсе, да, что у нас есть духовные нарушения. Они случайно, если ко мне пришли, мы диагноз когда ставили, потом они уже в курсе. Многие не знают об этом даже тоже. А у вас были такие ситуации, когда вы лечите своего пациента, да, что вам было очень сложно его вылечить? Диагноз точно поставили, пациент знает, что он уже вот, духовно больной человек, но как бы вы ни старались, вам было очень сложно вылечить. И в каких случаях такое может быть? Да, вот их очень много пациентов, которые я когда лечил. Вообще-то у меня люди придут, которые очень сложной форме. У меня легкий вид, который пациент никогда не пришли. Мне вот много народ, они придут, если они очень много сторон, они поехали, они лечились, но никакого результата нету. Но, конечно, когда человек ко мне придет в очень тяжелом состоянии, в-первых, у меня есть консультация, я им объясню, что у нас сейчас карта такая, что надо подождать, надо ждать, надо терпеть собором. Времени я не обещаю им, но, конечно, мне было очень тяжеловато, когда пациент очень тяжелый. Но много были это вот насчет колдовства, которые старые, которые колдовства.
и который влюбленчин, и бывает, который обычный шайтан. Но они тоже типа влюбленных, но их, ну, который я помню, один пациент, я 8 месяцев я лечил. 8 месяцев. Это была одна вот наша сестренка. Потом одну семью я лечил 7 месяцев. Там тоже влюблен джин, мужчина. Они, машалла, очень терпели, они очень терпением они пришли на лечение. Альхамдулилlah, сегодня они очень довольны живут. Некоторые пациенты они займут 6 месяцев, некоторые 3 месяца, некоторые месяц, некоторые недели. Это все от Аллаха, да? Когда уже придут, шифа, уже здоровление, альхамдулилlah, люди получают результат. Я сначала в одной теме поговорили, да, с вами насчет мошенников, шарлатанов. Я один вопрос, оказывается, упустил. Например, человек, который занимается духовным лечением, может ли он одновременно заниматься и тем, что предоставляет услуги вот сихра, колдовства? Это вообще нормально или такое бывает в практике? Вы слышали когда-нибудь? Да, я слышал. Я недавно слышал, но я не хочу раскрыть сейчас имя этого человека. Он у нас... В Кыргызстане? Да, одно я узнавал. Но мне очень было обидно, но... Потому что, с одной стороны, он себе показывает, что я лечу с Кораном, да, рукием. И с другой стороны, он прям колдует тоже. И он обе сферы он занимается. Я недавно узнавал. У меня один пациентка пришла, и она мне все рассказывала. И она в практике была, она больше 6 месяцев. И потом, когда ей там очень плохо стало, потом она ко мне обращалась, и, альхамдулилlah, я начал лечить. Но такие люди тоже есть. Это вообще-то неправильно. Давайте еще раз четко уточню, да, получается, у нас в Кыргызстане есть человек, ну, ладно, вы имя не хотите раскрыть, который показывает себя как духовного лекаря, возможно, и занимается духовным лечением своих пациентов, но и в то же время он занимается и колдовством, да? Да. Такие есть у вас. Вы лично слышали, да? Я лично слышал, и я знаю. Это достаточно популярный человек, знаменитый в этой сфере? Среди людей, конечно, он популярный. Он популярный. И он таким районом живет, где люди, да, вот много, да, ходят. Но вот видите, самый главный народ сам. Если народ сам уже знает, что нам надо от Аллаха бояться, и нам не надо кого-то вредить, нам не надо кому-то вот это по-плохому сделать, они знают, что вот этот человек это уже делает, потому что это популярный, да, это популярный. Но народ все равно туда не поедут, деньги они дают, потом он делает колдовство, чтобы народ уже они потом у него колдовство. Я в шоке был, мне одна пациентка говорит, что он за 500 сом, за 300 сом тоже колдует люди. И прям, который колдовал, эти люди в больницах, и некоторые умерли. Она результат тоже видела, да, со своими глазами. Некоторые в больницах, и некоторые умерли. Представляете? Тогда я хочу сейчас попросить вас, как духовный лекарь, сделать еще раз напоминание, да, нашим зрителям. Может быть, есть среди зрителей, которые, может, планируют или в будущем когда-то у него появится такая идея, да, что хочет обратиться колдунам с такой целью, например, кого-то карадуа сделать, да? Какое за такое деяние, за такой шаг ожидает наказание человека? Во-первых, я всем хочу предупредить, когда вот кто-то вот на колдун, когда уже обратится, и он знает, что он это колдун, как он уже подошел с этим колдуном и сидел, и начал общаться, и начал деньги подавать на колдовство, в первую очередь у него иман абсолютно уже уходит. После этого он уже должен заново шахаду произнести, да? Да, заново шахада, заново вот гусуль взять и истагфар читать, тоба, истагфар читать. Потому что первый уходит иман. И как иман уходит, этот человек называется муртад. На арабской терминологии муртад, который от приказа Аллаха, кто против вещи. Либо это женщина, либо это мужчина. Как человек муртадом станет, и потом первый шаг у него иман уходит. Второй этап у него ники, у него который брак поломается со своей Если он в браке, то это уже
брак Как ломается. расторжение идет, да? Расторжение. Сразу, потому что после муртада брак автоматически уже расторжение вот брака идет. И потом они заново они должны никих читать, да? Заново никих читать. И многие народ об этом тоже не знают. И они с удовольствием, да, поедут, да, на этом колдуном, что кого-то накажет, кого-то наказывает. Это вообще-то очень-очень это страшно. И потом хочу сказать, люди говорят, что на судный день, да, увидимся, наказывания нет. В данном времени, пока человек на этом мире, это возврат. Это возврат. Пока человек это не увидит, то, что если он кому-то вреда передал, пока он это на себе возврат не видит, он не умирает. Аллах Та'аля на этом мире, да, ему показывает. И потом, самое главное, вот в мучении целый жизнь, и это очень страшный проклят от Аллаха, потому что Аллах Та'аля в Коране явно много раз рассказывал насчет сихр, насчет колдун, их качества, и сказали очень осторожно, нельзя, это вообще запрещен. Если все равно человек уже понимает, что вот это нельзя, но он поедет, ну вот это некоторый момент, который важный момент вам сейчас рассказывал, и не дай Аллах, если человек в тот момент умер, но он как будто без имана умер. Значит, он вечно тогда в Джаханнам, да, будет гореть, в аде, да. Ну зачем себе вот это, себе, да, себе выкинуть, да, вот в Джаханнам, в аде, зачем? Лучше, если есть какая-то обида, лучше проще простить, да? Конечно, вот поэтому я вам сперва сказал, что люди, которые обращаются к колдунам, они не могут прощаться, да, кого-то. Обида они себе держат, обида внутри сердца. И вот эта обида их будет, да, и потом их заставляет поехать и что-нибудь сделать. У нас же как бы привычно стало, да, что человек, который легко прощает, да, кого-то, он слабый человек. Ну, так люди воспринимают это. Когда ты кого-то сразу простил, да, за какую-то ошибку, значит, ты сразу слабый, да. Из-за этого так получилось, что, как вы сказали, людям очень сложно кого-то простить, да. А вы можете какой-то лайфхак подсказать, чтобы вот это качество как-то укрепить, чтобы человек легко мог какие-то обиды, может, старые обиды легко простить? Это нужно как-то укреплять, нужно какие-то зарядки, физзарядки выполнять, так скажем. Да, вот у нас наш пейгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалям нас обучал очень-очень красивая дуа. Аллахума иннака афун тухиббул афва фа'фу анни. Очень красивая дуа. Аллахума иннака афун. Аллах, ты прощающий. Тухиббул афва. Ты любишь прощаться. Фа'фу анни, ты меня тоже прощай. Вот эта дуа, когда мы будем много читать, не только после намаза, но так тоже, если много будем читать, это нам дает такую способность, такой нам дает духовную энергетику, что у нас идет потом процесс терпения и процесс вот такой сил, чтобы мы смогли, потому что прощаться кому-то это нелегко. Люди сейчас друг другу очень страшно, они обижают, они такие моменты, что человек даже иногда не может прощаться, да, кого-то. Бывают такие моменты тоже в жизни. Неожиданные обиды, которые дают такие след и такие раны, которые даже уже не вылечатся, да, уже по годам они уже каждый раз они там свежие будут, и очень тяжело. Конечно, вот такие моменты бывают. Но когда мы это дуа читаем, Аллах Та'аля дает нам способность вот этот, чтобы прощать кого-то. Спасибо большое за ответы, да. Я думаю, по этой теме пока что достаточно поговорили. Давайте теперь еще больше постараемся рассказать о вас. Вы вначале рассказали, что последние 3 года проживаете в Кыргызстане, то, что у вас семья, супруга из Кыргызстана, у вас 10 детей. Ваши дети тоже последние 3 года проживают у нас, да? Когда вы переехали сюда, им не было сложно здесь адаптироваться? Да. Насчет языка или... Да, вот наши дети, они знали киргизский язык, они своей мамой не всегда не общались на киргизском. Но они закончили
английской школе. Английской школе, ну, конечно, для них сюда приехать и адаптацию, это был вопрос, но, альхамдулилля, они успешны, они проходили все курс, который подготовка под курс, и, машалла, они киргизский язык заново они учились в школе, и они, альхамдулилля, здесь все поручатся, отлично, машалла. Им все нравится сейчас здесь? Да, им, ну, они все равно в Пакистан скучают они. Именно мои девочки, они вот каждый день они скучают в Пакистан. Они хотят обратно в Пакистан улетать, да. Но, альхамдулилля, они здесь учатся, хорошо учатся. Теперь хочу спросить о людей. Вы отметили, что здесь, по вашему мнению, люди тоже очень такие добродушные, веселые, хорошие. Вам приятно находиться здесь. А в Кыргызстане с кем из людей, из ваших знакомых, возможно, из ваших друзей, кроме своей семьи, вы больше проводите время? Может, у вас есть какие-то друзья, может, такие приятели именно в духовной части, или единомышленники какие-то, может, устазов нашли вы здесь? Есть такие люди? Да, вот я вот, вообще-то, когда у меня есть время свободное, я провожу с Садыбах Устазом. Ага, Садыбах Устаз. Да, Садыбах Устаз. Я с ним время провожу. Он у нас, машалла, очень сильный ученый. Я очень уважаю, очень люблю, потому что у него, машалла, обучение очень сильное. И он, машалла, про науку, религию, машалла, очень грамотный. Ну, другие, машалла, тоже у нас ученых. Я многих знаю. Машалла, вот у нас Махсад Аджи. Он тоже, машалла, я хорошо знаю. И еще другие тоже, машалла, ученых. Альхамдулилля. Ну, Садыбах Устаз, я с ним много времени провожу. Много беседуете. Много. И насчет которых друзья, конечно, вот сейчас в данном времени вот у меня вообще времени нету с кем-то. Если честно говорю, я свою семью тоже не могу время удалиться, потому что у меня график таки забитый. С утра начинаю после программы и ночью допоздна. Работаете, и когда отдыхаю, но я много времени провожу с своей семьей, детьми рядом, с ними поговорить, общаться, их воспитывать, потому что я должен, да, их воспитывать тоже, с ними поговорить и им все то, что есть в жизни, удачные вещи тоже передавать. Я как уже привычку вел, да, что у своих гостей спрашиваю один вопрос, один из последних. Если у вас была бы такая возможность, да, представим, что у вас есть такая возможность обратиться не к доктору Султану, а обычному султану, которому где-то 15-18 лет. Какими словами бы вы к нему обратились? Что бы вы ему сказали? Представьте, что вот здесь сидит 15-летний или 18-летний подросток Султан. Какие наставления вы ему дали бы? Да, я с удовольствием сказал бы, что себе надо воспитывать, и всегда надо смотреть на свои ошибки, и их надо потом сначала выучить, и потом надо справиться. Жизнь – это такая деталь, что там все четко, аккуратно нету. Жизнь – это очень-очень интересный момент, очень еще сложный тоже момент, чтобы стал успешным, довольным, удачным. С самого первого начинай порядок привести себе, справиться себе, и потом к другим вопросам, да, ты должен, да, вот касаться сначала себе, себе ты должен справиться, чтобы у тебя было все порядок, чтобы от тебя другие народ тоже они пользу получили, хоть на каком сфере ты уже работаешь, ты каким спецом ты уже там уже занимаешься. Самое главное, что твоя аура и твое присутствие, народ, чтобы им было комфортно, хоть это среди своей семьи или среди своих друзей или общий народ, чтобы было комфортно с тобой общаться, чтобы они от тебя пользу получили, и они что-то еще учили, и они не ранились. И тебе, извините, тебе они называли всегда хорошими словами и уважали. Я вот эти словами я хочу обратиться, да. Спасибо большое вам еще раз за то, что нашли время, уделили нам, пришли. Вот, я думаю, получилась у нас так достаточно плодотворная, интересная беседа. Еще раз, если у вас есть какое-то обращение к нашим зрителям, коротко можете обратиться, попрощаться, потом
И я попрощаюсь. Да, вот мне очень приятно сегодня побыть с вами. И, машалла, рядом свои дорогие зрители, машалла, они меня сегодня первый раз, они меня слышали. Я их очень благодарен. Я хочу сказать всем народ Киргизской республики, что каждый гражданин должен привести порядок в себе, в своей жизни, должен работать на себе, и да, в душу и на свои, которые полностью в жизни. И это первый момент. И второй, пожалуйста, прощайтесь друг другу. Прощайтесь друг другу. Умеете прощать друг друга. Да, иметь прощаться. Это очень важно, что мы друг другу, да, от души. Не обязательно, что человек к вам подошел и вас просил, что мы не прощаете, я что-то плохо сделал. Когда человек до этого, когда от чистого душа, когда уже прощает, кто ранил, Аллах Та'аля ее еще сильно любит. Который уже потому что Аллах сам любит прощаться. Когда мы уже имеем эту способность прощаться, тогда у нас у себе в душе внутри будет спокойствие, и у нас народ будет расти, иншаллах, успешно, удачно. Вот это я хочу сказать всем, чтобы все народ, они были удачными. И были они, машалла, приятным, чтобы они в жизни, они, которые есть, которые вкус жизни, да, чтобы они хорошего они чувствовали. Потому что жизнь это очень коротко. Ее нельзя тратить на мелочь, да, потому что жизнь это очень коротко. Надо жить быть спокойно. Конечно, когда человек уже много работает на себе, потом других с ними он пытается по-хорошему относиться, конечно, у него душа уже спокойно и будет всегда радостное время. Потому что многие, которые есть проблемы, я хочу сказать последнее, многие проблемы в жизни, это мы сами зарабатываем. Мы сами зарабатываем. Мы там причина, мы сами будем. Никто не будет причинить. Это мы сами причина будем. Поэтому надо каждый день. Я хочу посоветоваться всем зрителям, что мы каждый ночью перед сном должны мы 5 минут хотя на себе удалить, глаза закрыть и одуматься, что сегодня какие моменты я неправильно проводил. И где я ошибался, где так не надо было, я сделал. И это все надо проанализировать себе. Свой анализ надо сделать, и потом себе надо справиться. Туда я, иншаллах, завтра буду стараться, чтобы я буду быть лучшим. И хочу сказать, рано утром, как мы просыпаем после утреннего намаза, машаллах, мы должны смотреть в зеркало, да? Зеркало должны смотреть в зеркало. И потом мы должны глаз на глаз смотреться на себе и говорить, что да, султан, сегодня новое утро, Аллах Та'аля тебе подарил. Ты самый счастливый человек. Ты из сна, это ближе к смерти, ты уже снова разбудился, тебе Аллах Та'аля дали сегодня приятное утро, но ты должен, да, это время соображаться и ее провожать аккуратно и позитивным, чтобы позитивным мыслям, да? Потому что позитивные мысли, это создавать тоже очень важно. Мы должны практиковать, чтобы у нас мысли были позитивными. Иншаллах, у нас будет удачность, иншаллах. Дай Бог, пусть так и будет. Еще раз спасибо большое вам за то, что уделили время. Пожалуйста. Көрүүчүлөрүбүз көп болсо, акырына чейин биз менен болгонуңуздарга дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Башында түшүрүндүрүп өткөнүбүздөй, биздин коногубузга өзүнүн оюн толук түрдө жеткирүүгө орус тилинде ыңгайлуу болгон үчүн ошол бүгүнкү подкастыбыз орус тилинде тартылды. Өзүңүздөргө бир аз болсо да бир пайдалуу маалымат алган болсоңуздар биз кубанычтуу болобуз. Бизге каттала элек болсоңуз сөзсүз түрдө катталыңыз. Ушул подкасттарыбызды жайылтууга көмөк көрсөтүңүз. Алдын ала сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кандайдыр бир ой пикир сунуштарыңыз же бир кемчиликтерибизди байкаган болсоңуз, баарын билдирүүгө жазып өтүңүз. Биз сөзсүз түрдө баарын окуйбуз. Кийинки чыгарылыштарыбыздан амандыкта, жакшы күндөрдө жолукканга чейин жакшы туруңуздар дейбиз.